Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для Девы. Посмотрим, какой будет месяц на метафорической колоде. Карта дня у вас открывает вопросы прошлого. Какие-то ситуации, которые казались давно забытыми и совсем уже о себе не напоминали, вдруг снова встают в ноябре. Это касается каких-то связей, допустим, это взаимоотношения с членами семьи, да? Это может быть какие-то вопросы из детства, вопросы образования. Может быть, вы забыли какие-то уже свои увлечения, которые когда-то имели, да, и вот сейчас они снова могут к вам вернуться. Ну, допустим, там поездка в горы, да, на лыжах, может быть, вы будете кататься по склонам горы, или, может быть, еще какие-то увлечения, которые вот когда-то у вас были. Также карта говорит о том, что будет ситуация, когда вы поймете, что в вашей жизни лишнее и что мешает. Может быть, до этого времени вы не замечали каких-то ситуаций, да, вот, которые вас портят вам жизнь, скажем так. А тут вы можете это все начать замечать, и появится возможность решить этот вопрос, решить эту проблему. И вот вся эта паутина, которая у вас там на прошлом, на вашем, да, она будет как раз как на свет попадать. То есть вы будете замечать, с чем нужно справиться. Это с одной стороны. С другой стороны, это как выход из сложной ситуации. Если у вас было до этого времени какое-то состояние, может быть, мрачности, какое-то депрессивное какое-то состояние, есть возможность выйти наконец-то совершенно на другой уровень энергетический. Да? Это может быть выздоровление, это может быть ситуация с проблемами, связанная с проблемами на работе, в семье, с приобретением недвижимости и так далее, и так далее. То есть какой-то свет появится в вашей жизни, шанс какой-то, и вы, конечно же, этим воспользуетесь, потому что это невозможно не заметить, да, все приходит в вашу жизнь само. Очень хороший месяц для Дев, чтобы улучшать свою жизнь, очищать ее, делать счастливее, реализоваться. Давайте посмотрим, что делать с неприятными ситуациями, если вдруг такие случаются. Карта говорит о том, что важно давать себе расслабляться, давать себе возможность погулять, побыть на природе, давать себе возможность просто не думать ни о чем лишнем, да, о проблемах, о работе или там еще каких-то сложностях. Важно переключаться. И, конечно же, здоровье. Для здоровья важны прогулки, для здоровья важно общение с близкими людьми, с детьми. Неплохо, чтобы были животные какие-то рядом, да, и это будет вас очень хорошо расслаблять, настраивать на позитивный лад. И тогда легче будет решать какие-то сложные вопросы. Ну и, конечно же, поддержка. Обращаться за поддержкой к тем людям, которые могут помочь. Видите, тут папа несет дочку на плечах. То есть, может быть, даже кто-то вот так может вас куда-то пронести, провести, да, на своих плечах в какой-то сложный момент времени. Причем ему это будет не в тягость, и вам помощь. В общем, месяц для вас обещает быть очень хорошим и как выход из какого-то сложного положения. Посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы можете встретиться с человеком, который вам понравится. Но от вас только зависит начинать знакомство, продолжать общение или нет. Тут даже не то, что продолжать общение, а вот именно вам самим нужно будет знакомиться. То есть может появиться какой-то человек, который вам интересен, и вы сами можете здесь познакомиться, потому что он может как-то не обратить, может быть, внимание на вас, или какие-то, может быть, он там в своих каких-то делах, процессах, да, но вот здесь есть возможность познакомиться. А для тех, кто уже в паре, карта говорит о том, что нужно следить за своими эмоциями отрицательными, потому что вот если вы под них уже попадаете, то тогда просто ситуация развивается самостоятельно, и вы не можете на нее повлиять. А это может плохо закончиться, потому что обычно у нас в отношениях, видите, здесь фигура одна, да, на лошади, то есть здесь может быть даже ситуация расставания, когда, допустим, были сказаны какие-то
резкие слова, да, и потом уже их не вернешь. Поэтому нужно быть очень осторожными. Давайте еще одну карту добавим. Вот особенно ревность, да, может послужить проблемой. Если же ваши отношения действительно уже, ну, как бы созрели для того, чтобы вы расстались, то есть вы сами хотите расставания, то, скорее всего, так оно и будет, так оно и произойдет. Самое главное не делать это в горячах, да, нужно обязательно, чтобы это было все очень разумно, спокойно и на трезвую голову. Но лучше всего здесь просто не допускать ревности, не допускать отрицательных эмоций. И, знаете, просто следить за своим эмоциональным состоянием, отдыхать вовремя, и тогда все будет намного проще. Давайте посмотрим работу. Работа для Девы. Посмотрите, нужно помощи попросить для того, чтобы вам найти работу. Нужно именно обратиться к тем людям, которые вам могут помочь. Если такая карта выпала, значит, кто-то в вашем окружении действительно это может сделать для вас. Также карта говорит о том, что если вы будете пробовать в одиночку искать работу, да, самостоятельно, то здесь может и не получиться это сделать. Здесь не только, может быть, люди какие-то знакомые есть у вас, которые в этом помогут. Можно обращаться в какие-то агентства рекрутинговые, да, там тоже у вас есть возможность сделать, ну, как бы найти то, что вы хотите. Для тех, кто уже работает, ситуация, скорее всего, будет с ограничениями связана. Может быть, это удаленная работа, да? Может быть, это слишком как бы ситуация такой, ну, как подавленности, да, то есть очень много работы, может быть, она надоела, и вам совершенно не хочется ей заниматься, вот что-то такое, да, какие-то негативные могут быть эмоции по отношению к работе. То есть тут не сам процесс негативный, а вот именно отношение к нему. Давайте достанем карту, посмотрим, как это можно улучшить. Но, скорее всего, вас беспокоят здесь совсем другие дела. То есть вы можете расстраиваться по поводу семьи, детей и так далее, взаимоотношений, а это переносить на работу. Да? То есть в одной сфере могут быть какие-то сложности, а вы это переносите на работу, и из-за этого и работе не рады, да, и там себя сложно чувствуете. То есть нужно разделять вот отношения и работу для того, чтобы она не страдала и чтобы результаты не страдали, чтобы потом не было последствий тяжелых. Финансы для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что, может быть, прошлые какие-то ваши проекты принесут прибыль, или, может быть, прошлая работа, на которую вы устраивались раньше, да, вот там. В общем, смотрите, карта говорит о том, что какие-то новые возможности есть для получения финансов. То есть то, что вот у вас сейчас есть зарплата, да, и вот, может быть, еще что-то в дополнение. Или, может быть, вы задумаетесь о перемене работы, где вы уже когда-то раньше были. За спиной она, видите, дверь, то есть это прошлое уже. А для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что вы можете тратить деньги на какие-то, на оплату каких-то счетов, на то, чтобы, допустим, оплатить работу людей, которые вам помогают, или еще какие-то такие выплаты, которые не лично вас обогащают, да, а идут как обязательные какие-то платы, ну, налоги, допустим, и так далее. А плюс карта говорит о том, что может потребоваться какая-то сумма денег вашим близким, да, и вы можете им помогать деньгами. Но здесь нужно быть осторожными. Если, допустим, человек действительно может обойтись без ваших, не может обойтись без ваших денег, тогда помогайте. Если же может обойтись, то откажите, потому что вот здесь у нас сова такая мудрая, да, она как раз вот говорит, что будьте осторожны, потому что можно даже навредить человеку, когда ему поможешь, а он сам готов, ну, может справиться, да, а вы его как бы лишили такой возможности самому о себе позаботиться. Здоровье. А вот со здоровьем могут быть сложности. Почему? Потому что много эмоций отрицательных, может быть, какие-то встречи с прошлым, они вот вызывают как раз такие болезненные чувства, да, и может страдать здоровье. И плюс еще невозможность отдохнуть, слишком большая загруженность.
Или вот посмотрите, здесь очень много людей, да, с которыми мы постоянно в контакте. То есть нужно тоже держать дистанцию, да, как можно меньше общаться, даже не по причине, может быть, вируса, а просто потому, что вы тратите очень много энергии, и вам потом как бы трудно восстанавливаться. Если можно ограничить как-то общение с некоторыми людьми, то это будет сделать хорошо. Вот, нужно как-то себя обезопасить, защитить, потому что вот здесь на картинке что изображено? Другие люди, вот они как бы в безопасности, да, зонтик закрывает их от дождя, а вот главная фигура, она босиком, без защиты и так далее. То есть нужно думать о своем здоровье, о том, чтобы о нем, знаете, позаботиться в том плане, что никто больше это не сделает, кроме нас. Каким будет итог месяца? Очень хороший итог. У вас обновится вся жизнь. Вы сможете кого-то простить, отпустить какую-то ситуацию из прошлого. Ну и вообще здесь карта очень такая светлая. Это новые возможности, это финансы. Посмотрите, тут 3 потока, да, то есть может быть из 3 источников финансы поступят. В здоровье может быть улучшение, в отношениях, да, ну, тут фигура одна, значит, все, что будет происходить в вашей жизни, оно зависит от вас. Поэтому, если, допустим, есть какой-то конфликт, вы не ждите, когда другие люди будут с этим разбираться, разбирайтесь сами, и у вас все здесь получится. Друзья, желаю замечательного ноября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!